Михаил, вам петличку, микрофон как удобнее. Сейчас сделаем. Там, да, есть, конечно. Все. Можешь свой микрофон поставить? Уважаемые коллеги, доброе утро. Спасибо всем, кто пришел вовремя. Мы начинаем с вами финальный день нашей запускающей программы, посвященной суперкампусу. Я напоминаю, что это у нас только первое действие. Последуют еще дальнейшие программы. А сегодня мы с вами завершаем тем, что мы будем упаковывать все то содержание и те проектные инициативы, которые мы с вами разрабатывали в течение 2 дней. И сегодня у нас еще будет приблизительно 2-2,5 часа на то, чтобы часть вещей доделать. Я напомню, что в первый день мы с вами поговорили про образ будущего, провели модельный форсайт, определили те инициативы и те ставочные конструкции, которые, по мнению ваших групп, вам кажутся перспективными. Вчера мы говорили про суперкомпетенции, которые должны быть на суперкампусе, как они должны выглядеть. Посмотрели, где вот эта тонкая линия между амбициозностью и неадекватностью, потому что у нас был и Марс, и было практически ничего не менять. Где-то посередине истина должна находиться. А сегодня мы с вами будем говорить непосредственно про те инициативы, которые помогут суперкампусу быть яркой звездой, как минимум на карте России. А лучше, конечно, чтобы это была мировая рамка. Но о том, какие задачи перед суперкампусом ставит Министерство образования, мы попросили рассказать самого главного человека в республике, который за это отвечает. Ваши аплодисменты. Михаил Сивцев. Добрый день, дорогие друзья. Как-то нас меньше стало. Остальные, видимо, уже откололись. Ну, значит, этой командой пойдем осваивать новые территории, новые компетенции. Сегодня мы поговорим о той версии суперкампуса, которую мы все вместе задумывали.
и она на сегодняшний день у всех уже сформирована в головах наших. Я хочу немножко напомнить о первом дне нашей встречи. Мы говорили о 3 основных вещах. Это первое, есть у нас аналоговые процессы, которые неизбежны, они останутся вокруг этих процессов. Также у нас много текущей задачи, которые тоже нужно и можно будет автоматизировать. Есть у нас профессии, которые на сегодняшний день такие же аналоговые, мы это все прекрасно понимаем, они также будут реализованы, но тем не менее у нас есть точки роста, вокруг которых нужно дальше развиваться. Это трансформация профессий, это появление новых профессий. Сегодня я в своей лекции расскажу о тех вызовах, которые на сегодняшний день имеются у нас. Первые вызовы нового времени для профессионального образования. Вот здесь я обозначил 4 их ключевых вызова. Первое, про индустрию 4.0 мы все прекрасно знаем, про образ киберфизических систем, про автоматизацию тех процессов, про роботизацию производства, ну и в конечном итоге повышение производительности труда. Это особо актуальная тема для Якутии, для Дальнего Востока, где огромные территории, но меньше всего у нас по численности населения. Второе направление, которое тоже было упомянуто, это междисциплинарное взаимодействие, рождение новых профессий, специальностей на стыке профессий. Мы сегодня говорим о IT-медиках, о ветеринарах с суперспособностями, о специалистах в области агрокультуры, агротехнологий и так далее. Также мы сегодня говорим о тех специалистах, которые могли бы породить новые виды экономической деятельности. Это та IT-индустрия, которую мы все прекрасно понимаем и провозглашаем как одно ключевое направление на территории Республики Саха-Якутия. Мы на специальностях 0,9 группы понимаем, что готовим программистов, информатиков, просто администраторов систем. А здесь мы говорим о разработчиках компьютерных игр, разработчиках мобильных приложений, способных еще создавать и конкурентные продукты компании. Новые технологии здесь в этом вызове мы говорим не только с точки зрения инструментов, которые мы сегодня применяем, а про тот облик отрасли, который у нас может появиться. Здесь, к примеру, мы можем сказать такие процессы, которые можно автоматизировать, постановка в очередь наших детей, зачисление наших детей через шаблонную систему в образовательную организацию, прием на работу наших сотрудников через шаблоны приказов о приеме на работу, без бумажных носителей. Соответственно, дальше учет детей в системе образования, обработка данных. Таким образом, мы постепенно должны будем перейти к системам, которые будут нам позволять использовать инструменты искусственного интеллекта и превратить нашу систему образования в систему управления на основе данных. Четвертый вызов, который мы на сегодняшний день тоже активно говорим, это обучение в течение всей жизни. Это не только про курсы повышения квалификации, здесь много говорить не буду. Мы прекрасно понимаем, что в условиях изменения технологий, трансформации мы должны учиться все время новому. Это не модно и на сегодняшний день, то есть вы об этом прекрасно знаете. Перспективы развития Дальнего Востока. Я уже отметил, что у нас огромные территории, тем не менее численность населения, она не такая уж и большая. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что у нас есть 2 основных кита. Первое – минерально-сырьевой ресурс нашей территории. В первую очередь это наша республика, которая полностью представлена в таблице Менделеева, богатая своими природными ресурсами, которые на сегодняшний день обеспечивают в том числе экономику республики и Российской Федерации. В этом смысле мы говорим, что нужно уходить от традиционной добычи. Мы прекрасно понимаем, что сейчас наступило время переработки и увеличения добавленной стоимости от добычи полезных ископаемых.
развитие новых отраслей как раз-таки на стыке тех технологий, которые могут быть использованы при добыче, переработке полезных ископаемых. Мы здесь говорим как минимум про технологии беспилотного транспорта, зондирования Земли для геологоразведки, добычи полезных ископаемых и открытие новых специальностей и рабочих профессий как раз-таки на стыке вот двух основных профессий либо специальностей. Наличие уникального набора рекреационных ресурсов, привлекательных для зарубежных туристов, это наша тоже особенность. Это вот как раз та сфера, которая может быть раскручена нашими общими усилиями и использована в пользу развития Дальнего Востока и Республики Саха-Якутия. Огромное количество иностранных туристов желает посетить нашу республику. Они ездят на теплоходах до Тикси. Вместе с тем это занимает достаточно много времени. Они заходят только в КСК поселка Тикси, потом ходят по поселку и обратно возвращаются. При этом на все это дело тратят 2 недели. Вот такие инфраструктурные решения нам необходимо также создавать, развивая свои креативные способности. Создание территории опережающего развития, безусловно, это освоение новых земель. Мы сегодня четко понимаем, что в силу природных особенностей у нас есть риски переполнения одной территории. В этом смысле нужно осваивать новые территории, создавать точки опережающего развития. Мы инфраструктурно тоже должны научиться планировать, развивать такие территории. В тот раз, позавчера я говорил, что мы на самом-то деле достаточно удобно расположены в мировой карте. Если нас связать арктическим кругом мировым, то у нас очень удобное расположение и хорошо выстраивается взаимосвязь с арктическим мировым сообществом. Мы за 6 часов можем долететь до Москвы. И вот, работая на Сахалине, я за 9 часов долетал до Москвы, из Владивостока то же самое, а тут 6 часов это намного ближе, поверьте, чем из Владивостока, либо из Сахалина летать в центр. Второе преимущество, мы все-таки на таком же расстоянии находимся от огромного рынка сбыта, это азиатский регион, в первую очередь Китай, и наши соседи Корея и Япония, которые тоже могли бы быть активно вовлечены в наше экономическое пространство. Также очень активно развивается на сегодняшний день, вы знаете, Индия, которая тоже может быть партнером всего Дальнего Востока. На территории Владивостока на сегодняшний день, вы знаете, создана территория ближайшего развития, в том числе алмазогранильный кластер, но тем не менее здесь сырье в основном добывается на территории Республики Саха-Якутия. Почему бы нам здесь не создать полноценный алмазогранильный кластер, как мы когда-то задумывали? Ну и, соответственно, привлечение инвестиций в развитие регионов Дальнего Востока. Система СПО Республики Саха-Якутия. Но здесь не новость для моих коллег, сотрудников учреждений среднего профобразования. Тем не менее, остановлюсь. У нас всего 43 учреждения среднего профобразования в Республике Саха-Якутия. 34 из них подведомственны Министерству образования. На сегодняшний день у нас в системе обучается 23 тысячи специалистов, студентов, будущих специалистов по 178 профессиям. Преобладающее большинство из них обучается по направлениям инженерного отдела и технологий. На сегодняшний день говорить о том, что мы полностью удовлетворяем потребности экономики, нет. Почему? Потому что на практике компании нам говорят 1000 специалистов для угледобывающей отрасли. Когда им задаем вопрос, все-таки какие это специалисты, машинисты, трактористы, бульдозеристы, поскольку их какой год, они начинают задумываться, и на этом наш разговор иногда и заканчивается. И претензии мы, долго
предъявляем друг другу. Дальше. Ну вот инфраструктура на сегодняшний день представлена теми типовыми зданиями, которые построены в 60-е, 70-е, вот, и они были предназначены абсолютно для другой задачи. Тогда стояла задача обеспечить подготовку трудовых ресурсов для развития колхозов, вот, сельского хозяйства, ну и срочного обеспечения трудовыми ресурсами тех промышленных производственных компаний, которые создавались на территории Республики Саха-Якутия. Соответственно, площади и та инфраструктура, которая на сегодняшний день спроектирована и используется, она не соответствует современным требованиям. Вот это вот ключевой фактор. И она также на сегодняшний день немного устарела. Вот. Если вы поездите по республике, то также можете увидеть объекты учреждений среднего профобразования, построенные из дерева, в двухэтажном исполнении. Вот. Это вот та инфраструктура, которая на сегодняшний день требует модернизации. Суперкампус. Суперкампус – это сердце системы среднего профобразования. Это новый облик нашей системы. В первую очередь нужно говорить о тех процессах, которые будут и должны происходить в наших головах. Какие процессы? Нам необходимо создавать систему взаимодействия образовательных организаций. Только через выстраивание взаимодействия мы можем породить новые специальности на стыке имеющихся специальностей. Сегодня мы работаем в режиме отдельных юридических лиц. Не можем даже взять нагрузку педагогическую другого техникума, колледжа обратно, то есть в одно учреждение, для того, чтобы в одном учреждении сконцентрировать те либо иные дисциплины. Простой пример. На Петра Алексеева есть у нас два учреждения. Прошу прощения, называется медицинский колледж и техникум связи. Вот. Понятное дело, что в Якутском медицинском колледже мы не концентрируем информационные технологии, соответственно, не столь быстрыми темпами мы обновляем инфраструктуру, в том числе компьютеры и другую технику. Но это мы активно делаем в техникуме связи. Почему нам нельзя на сегодняшний день тех же будущих стоматологов, врачей по дисциплинам информационных технологий обучать на базе техникума связи, где есть современное оборудование? Почему нам нельзя будущих зубных протезистов обучать применению современных технологий, тех же 3D-сканеров для проектирования зубов? Почему наши преподаватели Якутского медицинского колледжа, со всем уважением к ним отношусь, но тем не менее компетентны чем профессиональные специалисты техникума связи, продолжают обучать студентов медицинского колледжа? Это же ведь возможно, только мы на сегодняшний день не умеем договариваться, не умеем выстраивать систему взаимодействия. Вот это вот ключевая задача суперкампуса. В первую очередь выстраивание взаимодействия у нас в головах. Такую же историю прошел Дальневосточный федеральный университет при объединении. Когда 4 университета плюс 1 институт объединялись, они расположены были на территории города Владивосток в разных точках. Вот, в 2012 году после саммита АТЭС сказали: ребята, переезжаем на Русский остров, и всем сказали, что мы будем жить дружно на одной территории в современной инфраструктуре. Окей, все приехали туда, но тем не менее очень долго не могли наладить взаимодействие друг с другом. Они продолжали, и где-то в некоторой степени продолжают работать как отдельные юридические лица на территории одного кампуса. Сегодня у нас есть уникальная возможность до создания новой инфраструктуры, в свете новых трендов уже начинать выстраивать наше взаимодействие.
В конечном итоге мы перейдем к тому, что у нас появится общая многофункциональная задача, площадка, где мы могли бы, как вот в современных кампусах, по одной группе специальностей либо дисциплин организовывать обучение наших специалистов на базе одного образовательного пространства. Мы могли бы перейти на многоуровневые системы подготовки, мы могли бы перейти на маневренность всей инфраструктуры для того, чтобы повысить в конечном итоге качество. Ну и, конечно же, ведь мы говорим, что наша инфраструктура, она немножко устарела. Когда мы начинаем покупать то либо иное оборудование, трактор, там, какую-то другую технику, мы начинаем реконструировать наши здания. Иногда сталкиваемся с тем, что те технические характеристики наших объектов не позволяют нам развиваться дальше. Когда мы начинаем проектировать новый объект, мы четко должны видим, что вот это новое пространство, где мы можем спокойно развиваться. С точки зрения образования, вот это пересмотр всей логики той индустриальной образовательной модели, о которой мы сейчас долго-долго можем говорить. Она хороша, или там какие-то есть минусы, но тем не менее сегодня есть четкое понимание, что нужно двигаться дальше. Вот. И дальше двигаться нужно не медленными темпами и точечно, а в полном смысле этого слова масштабно. Только тогда возможны большие сдвиги и победы для обозначения Якутии как яркой звезды на карте России, возможно, и среди мирового сообщества. Перед собой мы ставим такие задачи. Мы знаем, что в Сингапуре есть подобный колледж, только он немного другого профиля, информационных технологий, сформированный в виде отдельного студгородка. Мы знаем в Иннополисе решение, но это немножко другая образовательная среда. Мы знаем в Соединенных Штатах наличие таких для уровня колледжей кампусов, но тем не менее на сегодняшний день на территории Российской Федерации для учреждений среднего профобразования такого суперсовременного инфраструктурного решения нет. Второй блок – это производство. Сегодня обучать трактористов, не имея прав, не умея водить тот же трактор, нет смысла. Это простой пример. Соответственно, мы сегодня идем к тому, что наши образовательные площадки в большей степени должны превратиться в учебно-производственные площадки, которые тоже производят современные продукты, оказывают современные услуги. Вот тогда у нас на стыке вот этих двух комбинаций образования и производства появляются специалисты, способные прийти на рынок труда и повышать производительность труда той компании с первых дней, куда они пришли. Вот это и есть новые подходы к организации учебно-производственного процесса. И опережающими темпами следования вперед. Про цифровые технологии здесь пока может быть рано говорить, но тем не менее, вот на примере той же записи в детские сады, приеме, отчислении, записи в учреждения дополнительного образования, наблюдение за состоянием здоровья, интегрированную в определенную идейную платформу и обработку данных, мы четко понимаем, что это может стать площадкой, то есть инструментом для перехода на управление на основе данных. Межотраслевой центр профессионального обучения – это та площадка, где мы можем реально организовывать обучение всех специалистов, переподготовку, повышение квалификации на одной территории. При этом вот компаниям это тоже должно быть интересно, потому что компании, приезжая в город Якутск, они сегодня
вот благодаря, по крайней мере, таким конструкциям, как ЦОП, вот, получает знания по информационным технологиям на базе колледжа техникума связи, но по поварскому делу на базе ЕТТС в другом месте. Создавая единую инфраструктуру, мы такие запросы можем удовлетворить на одной территории. И переход на реализацию интегративных образовательных территорий, инновационную производственную базу, многопрофильное образовательное учреждение. Все это наш суперкампус. Здесь, безусловно, модель выстраивается единая для взаимодействия бизнеса, образования как государства, ну и науки, которые мы тоже должны использовать на этой площадке. О чем? Мы про науку тоже говорим. На стыке у нас появляются новые возможности для изучения тех либо иных свойств материалов. Мы сегодня говорим о создании цифровых двойников, соответственно, мы говорим о применении датчиков для производства, но это уже предмет науки. Инфраструктура. Сегодня инфраструктуру мы представляем как физическое пространство на примере кампуса любых городов, 100 гектар со своей современной инфраструктурой физической. В 2018 году, по-моему, Аркадий Дворкович приезжал во Владивосток, состоялась встреча с ректоратом, с активом студентов, в ходе которого он поделился тоже историей создания кампуса Дальневосточного федерального университета. Говорит, мы однажды по поручению президента прилетели во Владивосток, на катере перебрались на Русский остров, заметьте, на катере. Нас привезли Аякс, бухту. На берегу мы постояли, говорит, за нами лес и одно здание. Постояли, подумали, посмотрели на бумаге образ кампуса ДУФУ. Почему-то, говорит, мы поверили, что здесь возможно создать современную инфраструктуру. Вернулись в Москву, доложили президенту Российской Федерации, что да, это подходящая территория, здесь можно создать, только там лес, еще нужно построить 2 моста. Президент Российской Федерации взял тайм-аут и через несколько дней поставил резолюцию на наше заключение. То есть местом проведения АТЭС 2012 года определить Русский остров, создать необходимую инфраструктуру, в том числе мосты. С последующей передачей, конечно, для учебных заведений высшего образования и науки. Поэтому сегодня говорить о том, что создаются такие уникальные пространства только на той территории, где есть инженерные сети и необходимая инфраструктура, это неправильно. Сегодня такие инфраструктурные решения можно создавать где угодно. Было бы желание. Нам бы хотелось, чтобы на этой территории появились современные учебно-лабораторные корпуса, современные мастерские, современные площадки для апробирования тех либо иных подходов в производстве, оказании услуг. Нам бы хотелось, чтобы на этой площадке могли спокойно размещаться наши студенты, которые обучаются в суперкампусе, в современных условиях, вместе с работниками, которые будут приезжать либо жить на этой территории. Нам бы хотелось, чтобы там были созданы условия для ранней профессиональной ориентации для наших детей, школьников, которые также на сегодняшний день могли бы приезжать на территорию этого кампуса
для прохождения обучения по коротким образовательным программам. Еще 2 минуты. Вот, если говорить о тех минусах, которые на сегодняшний день имеются в таких похожих инфраструктурах, в том же Дальневосточном федеральном университете на территории суперкампуса отсутствует возможность пребывания детей дошкольного возраста на территории этого кампуса. Приходится возить за 30 километров своего ребенка. Это минус. Это нужно решить в рамках нашего проекта. Либо приземлить наш проект на той территории, где есть достаточно, инфраструктура для детей дошкольного возраста. На сегодняшний день нет на территории кампуса ДУФУ возможности организовать обучение по программам общего образования. Как минимум на короткий промежуток времени для проведения олимпиад, конкурсов, выставок и так далее. На сегодняшний день нет возможности на постоянной основе проводить крупные масштабные мероприятия. Как минимум WorldSkills. Чтобы провести WorldSkills на территории кампуса ДУФУ приходится занимать учебные аудитории, их перестраивать, потом снова разбирать. Нам бы хотелось, чтобы наши мастерские, похожие мастерские, которые мы уже создаем, на постоянной основе находились внутри одного кампуса. По другим инфраструктурным вещам, культурно-досуговым блокам и так далее, понятное дело, что здесь мы говорим про актовые залы, про коворкинг-центры, про спортивные площадки. Безусловно, оно на сегодняшний день обязательно должно быть внутри нашего суперкампуса, включая пункты общественного питания, для того, чтобы мы также по нашим столовым наших участников не возили по всему городу. И чтобы комфортно было жить на этой территории. Направление деятельности сегодня мы обозначили таким образом, как профориентационное направление для школьников. Второе – это обучение в течение всей жизни и проведение различных мероприятий на территории нашего суперкампуса. Также профессиональную подготовку мы разбили на такие направления. Мобильные образовательные программы. Вы прекрасно понимаете, что мы на сегодняшний день уже переходим в систему конструктора образовательных программ. Сегодня говорить о том, что человек, он в обязательном порядке должен быть с фельдшером, нет смысла. На стыке двух специальностей мы уже говорим, что могут появиться специалисты, то есть IT-медики. Мы таким образом понимаем, что как минимум нужно закладывать возможность трансформации образовательных программ. Про прикладной бакалавриат – это та логика, которая у нас закладывалась раньше при запуске системы бакалавриата. На сегодняшний день наши компании говорят о том, что ребята, выпускники бакалавриата приходят с минимальным набором реальных компетенций, которые нужны производству. Они, с дипломом бакалавра приходят, но тем не менее компании, с которыми мы работаем, требуют реальных прикладных навыков, рабочих профессий для того, чтобы он получил допуск к тому либо иному виду профессиональной деятельности. И в этом смысле мы уже замахиваемся на немного высокий уровень, чем всегда думали о системе среднего профессионального образования. Индивидуальная образовательная траектория – это та возможность, когда мы на основе конструктора образовательных программ можем моделировать вообще траекторию движения студента в течение его периода обучения. Нет смысла человека
постоянно держать в аудитории, мы это тоже прекрасно понимаем. Есть возможности организации обучения в дистанционном режиме. Мы можем в одну укрупненную группу модулей собрать те часы теории и отпустить студента на самостоятельное обучение, вот, направить его куда-нибудь, а потом его пригласить заниматься у себя на площадке конкретно с применением отдельного оборудования, либо фокусом на обратную реакцию. Портфель компетенций таким образом у нас вырисовывается. Ну, на сегодняшний день мы четко понимаем, что основным драйвером сборки компетенций является и WorldSkills от Russia. Вот мы вот эту моторику закладываем как портфель компетенций, который готовы также представлять нашим компаниям, как в совокупности, так же по отдельности. Сегодня, если человек со знанием информационных технологий пришел в компанию, а компания хочет, чтобы он ему разрабатывал компьютерные игры, ничего нам не мешает отдельно собрать компетенцию и прокачать этого человека по узкой компетенции. Ну, теория, практика, теорию 40-60% мы традиционно стремимся достигнуть. Меньше теории, больше практики. Ну, также разработка проектов заказчиков под ключ. Что значит? На сегодняшний день мы, когда создавали ЦОП в 2017 году, 2018 году на Сахалине, первая такая обстоятельная тоже встреча состоялась с руководителями образовательных организаций, компаний. Тогда представлял Алексей Тымчиков эту логику ЦОП. Мы говорили, что компания сахалинская хочет, чтобы пришли ребята, умеющие готовить продукты питания в рестораны, только говорящие на английском языке. Денис Раздобреев, это аналог ЕТТС Ольга Александровна, говорит, что у них нет преподавателей такого уровня, преподающих на таком уровне английский язык, и нет технологий у него, методик за такое короткое время специалиста подготовить еще не только по поварскому делу, а еще и знанием английского технического языка и разговорного для общения с гостями. Тогда придумали модель, что поварское дело готовится на той площадке, которая есть у Дениса, а английская тема переходит в Сахалинский государственный университет, где есть соответствующая кафедра, специалисты, но оператором выступает Центр опережающей профессиональной подготовки и собирает всех вместе. Эта логика на сегодняшний день развивается, и она дальше будет развиваться. Соответственно, у нас появится разработка проектов под конкретные запросы работодателей, именно под ключ. Стартап-проекты – это та тема, которая тоже сегодня набирает обороты, когда выпускник приходит на экзамен и начинает рассказывать, мы долго смеялись вместе, про то, как готовить борщ, либо про то, как он в теории разрабатывает компьютерные игры, уходит в историю. Сегодня появляются такие выпускные работы, которые показывают реальные компетенции человека, но еще плюс реальные предложения, уже реализованные самими выпускниками. Стартап, как защита диплома, активно развивается на всей территории Российской Федерации. На стыке нескольких специальностей, взаимодействия с другими студентами, мы получаем возможность создавать свои уникальные проекты. Образовательные профили, которые могут укрупненно появиться, и нам бы хотелось это в обязательном порядке увидеть, это сильная сторона ювелирно-гранильное производство, туризм, гостеприимство, строительство, дизайн, в том смысле, что здесь необходимо еще развивать и креативную экономику.
Не просто изготавливать ювелирные изделия и встречать гостей, еще дальше двигаться. По системам роботизированным, про радиотехнику, систему связи, электротехники и так далее. Вот это отдельный блок, нефтегазовое направление, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Вот такие вот укрупненные блоки на сегодняшний день нам необходимо заложить, потому что вот в этих направлениях у нас больше всего точки роста. Эффекты от реализации. Ну, в первую очередь, это на самом деле рост человеческого капитала и повышение производительности труда на территории республики. Это точка роста для развития несырьевой креативной экономики. И меньше всего, но тем не менее мы эту задачу тоже ставим перед собой, оптимизация бюджетных расходов. На сегодняшний день, как минимум, управленческую систему, методикой, сопровождением образовательных программ мы могли бы объединить и сделать более сильной и конкурентной. Вот здесь только в этой части могут быть оптимизированы бюджетные расходы. Но интеграция в трудовую деятельность граждан с ограниченными возможностями здоровья – это тоже такая современная задача. Когда-то в 40-е, в начале 50-х мы же ведь занимались подготовкой к работе ветеранов Великой Отечественной войны, которые получили ранения, там определенные к тому, чтобы они пришли к нам в колхозы работать. Потом эта система менялась. Мы сейчас обучаем детей инвалидов, либо с ограниченными возможностями. Но при этом профессии, специальности практически остались те же. Это нонсенс. Люди на сегодняшний день могут разрабатывать новые продукты. Они могут работать на современном рынке. Только мы их продолжаем готовить по старым профессиям. Здесь есть на самом деле возможность уже дальше интегрировать в трудовую деятельность наших граждан с определенными ограничениями по состоянию здоровья. Риски. Возможная нехватка высококвалифицированных кадров. Это мы можем решить. Еще как минимум 4 года есть до реального запуска нашего проекта. Сегодня, если мы начинаем повышать квалификацию наших учителей, мы эту задачу можем решить. Сопротивление коллективов действующих техникумов и колледжей. Опять-таки здесь зависит в первую очередь от того типа мышления, который на сегодняшний день у нас есть, и привычки, которые у нас сформировалась. Мы все прекрасно понимаем, что через такие встречи, через форсайт, то есть наше видение общее место, там мы можем устранить эти риски. Несогласованность действий органов управления, различия корпоративной культуры, но здесь больше всего имеется в виду функционирование нескольких организаций на одной территории. Но это тоже в логике формирования единой системы образовательной может быть устранена. Как риски, тем не менее, они обозначаются. Ну и нехватка финансовых ресурсов на реализацию. Александр здесь есть, Кондрашин. Мы с ним очень тесно работаем, поэтому думаю, что мы успешно эту задачу решим. Но, тем не менее, на сегодняшний день это одна из таких, конечно, ключевых тем. Ну и значительная удаленность от города Якутска. Здесь в первую очередь наши коллеги, да, и мы все прекрасно понимаем, что ездить на такое расстояние представляется достаточно сложным, но тем не менее скажу, что от центра города Владивосток до кампуса Русский остров нужно проехать на машине 45 минут. Там современная инфраструктура, обучается намного больше студентов, чем мы закладываем
в технические характеристики нашего суперкампуса. Соответственно, намного больше специалистов спокойно ездят и работают. Я понимаю, что на сегодняшний день это как-то дико звучит, но тем не менее такие модели, они возможны. Ну и не говоря о городе Москва. Да? Сколько ездите вы до работы? Мой друг ездит из Королева в Сколково каждое утро. Ну, нам бы не хотелось, но тем не менее такие, в принципе, современные реалии есть. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо. Михаил, огромнейшее спасибо за очень полезное ваше выступление. Оно полностью бьет в наш сегодняшний день. Вот столько всего. Спасибо большое, что вы рассказали про то, как Министерство образования видит суперкампус, что там должно быть, какие эффекты, какие цели, какие задачи поставлены перед суперкампусом и какие приоритетные направления развития вы видите для себя. Давайте еще раз поблагодарим нашего спикера. Спасибо большое министру. Вот. Ну и про то, как мы можем вообще все это дело монетизировать, как монетизируется суперкампус, какие есть идеи, как уже вот сделал нам анонс Михаил, нам расскажет Александр Кондрашин, генеральный директор агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия. Ваши аплодисменты. Прошу вас, Александр. Да, друзья, всем доброе утро. Я расскажу вам, знаете, о чем? Я расскажу, немножко я решил поменять тему сегодняшнего нашего выступления. И я поменять ее предлагаю сделать ее чуть-чуть пошире. Да? Изначальная идея была в том, чтобы рассказать о том, как мы можем монетизировать это пространство. Но буквально вчера, когда мы совместно с нашими партнерами из Национального центра ГЧП проводили образовательный модуль для Внешэкономбанка, для их группы ГЧП, они сейчас проходят обучение в Сколково, мы рассказали о кейсе, о другом кейсе, о проекте «Полярная звезда», который ранее был запущен, который сейчас реализуется на базе нашего Министерства образования. И пока мы анализировали этот объект, мне стало на самом деле все более ясно и понятно, что я иначе представлял его себе. Если я раньше представлял его себе как проект на какой-то следующий, на второй ступени, на самом деле это проект порядково гораздо более сложный и интересный. И мне хотелось бы рассказать о том, как их можно сопоставить, как они соотносятся между собой. Это нужно для того, чтобы вы понимали, как сейчас развивается сфера государственно-частного партнерства в Якутии. Это одна из наших ключевых компетенций, это то, что наш регион делает одним из лучших, это то, чем мы делимся как лучшими практиками с другими регионами, это та сфера, в которой зачетка работает на нас, где мы уже обучаем наших коллег тому, как это надо делать, и когда мы беремся, вот, засучив рукава за проект суперкампуса, мы приносим туда те компетенции, ту историю, те наработки, те рельсы, которые мы уже построили, на которых уже у нас сейчас базируются другие проекты сферы государственно-частного партнерства. Проект суперкампуса гораздо более сложен. Я даже, знаете, с чего начну? Я просто вам перечислю, как соотносится он с проектом лагеря «Полярная звезда». Да? С точки зрения стоимости проекта, ну, самый главный обычно показатель при оценке инвестпроектов, «Полярная звезда» стоит 1,8 миллиарда. Да? Суперкампус стоит оценочно около 13. Учащихся единовременно на «Полярной звезде» находится 350 человек. Единовременно на суперкампусе будет находиться до 6500 человек. Капитальный грант, который мы привлекли в «Полярную звезду», составил 400 миллионов, из них 360 от Минвостока. В суперкампус нам нужно привлечь капитальный грант более 6 миллиардов рублей. Площадь объекта
Полярная звезда, составляет 5 гектаров. Суперкампус 100. Да, то есть в каких-то отношениях он больше в 10 раз, в каких-то в 20, в каких-то совершенно неизмеримо больше. В проекте суперкампуса мы добились того, что в нем будет целевая эксплуатация, и это, в принципе, считается очень большим прорывом в сфере ГЧП. Как вы знаете, вот школы по соглашению 2015 года были построены с механизмом платы за доступность, за то, чтобы просто тот, кто ее построил, обеспечивал техобслуживание. Лагерь «Полярная звезда» будет получать целевую эксплуатацию. Суперкампус будет иметь целевую эксплуатацию, и инвестор, в данном случае концессионер, будет отдельным, по сути, юрлицом, скорее всего, или это будет консорциум от эксплуатанта, то есть это будет какое-то соединение. То есть это будет, мы не можем найти, не существует такой организации, которая могла бы и построить, и управлять. Поэтому нам нужно, чтобы в этом проекте был заведомо профильный оператор. Поэтому сегодня мы будем подписывать соглашение с компанией WorldSkills Services и уже с представителем одного из потенциальных инвесторов. В этом смысле проект, опять же, сверхсложный. С точки зрения площадки. Мы думали, что северная мозаика – это сложно. Мы думали, что это сложно, но на ней нет обременений. Айсен Сергеевич принял решение реализовывать проект на базе поселка Кангаласы, и оценочно нам придется преодолеть 108 обременений. Для понимания, да? С точки зрения монетизации, это обнаружил я просто, что является, по сути, только одной строкой. То есть «Полярная звезда» получает заказ на путевки от Министерства образования бюджетный, плюс там есть доля коммерции. На территории, на базе суперкампуса мы предусмотрим помимо бюджета, помимо потенциала для коммерции, также систему корпоративного резидентства, взаимодействия с индустриальными партнерами, создание заказов и, возможно, даже целевые специальные, знаете, как кабинеты, лаборатории для них, да, как это, скажем, есть на факультете экономическом в МГУ, где есть отдельные даже кафедры индустриальных партнеров. Плюс обязательно нам нужно будет предусмотреть возможность монетизации площадей общежитий, потому что только на одной целевой эксплуатации отбить инвестиционные затраты мы не видим, но это практически невозможно. То есть нам нужно придумать, как монетизировать каждый квадратный метр на этом объекте, чтобы он взлетел. То есть вот представьте, что это, знаете, вот не знаю, смотрели вы фильм «Огонь»? Да, вот кто смотрел, там вот есть этот момент, где им нужно поднять на вертолете, значит, буханку, да, и нужно сбросить все лишнее. То есть вот у нас такая же примерная история, что нужно сделать так, чтобы эта штука взлетела, да, и чтобы в ней было все, что мы хотим. «Полярная звезда» была первой концессией резидентом ТОР, первая концессия в сфере детского отдыха и первый раз это капитальный грант. В этом смысле суперкампус будет во многом вторым, но при этом это будет, безусловно, первая концессия в сфере СПО и крупнейшая в своей сфере в нашей стране. С точки зрения того, сколько здесь партнеров круг, естественно, будет больше, и с ними нам уже пора начинать отрабатывать, подключать их, потому что те, те компании, которые работают у нас есть одна единая общая боль, что очень много проектов крупных реализуется в Якутии, и недостаточно якутян работает на них. И можно объяснять, аргументировать это по-разному, рационализировать это, но одна из важнейших причин – это то, что у нас не хватает соответствующего уровня квалификации рабочей силы, и этот проект должен помочь нам обеспечить это. То есть если схема 2020, заложенная в 2005 году, еще Вячеславом Анатольевичем Штыровым, да, по индустриализации Якутии, она вот в 2020 году сейчас недавно подвела черту, недавно было Министерством экономики проведено соответствующее, знаете, как совещание, подведение итогов. Мы обнаружили, что мы очень много всего построили, но далеко не везде мы работаем, где бы мы хотели. И это жестокая несправедливость, которую этот проект должен помочь нам преодолеть. С точки зрения того, какая требуется трансформация в этом объекте, в «Полярной звезде» мы просто взяли, условно говоря, одну ГБУшку, сосновый бор,
да, поставили ей четкую задачу, что ваше здание будет высвобождаться, и ваш коллектив максимально, насколько это будет возможно, будет переходить к инвестору. Инвестора мы сориентировали на переговоры с этим коллективом. Здесь задача будет просто качественно, квантово сложнее, потому что здесь нужно трансформировать 11 учреждений СПО и, скорее всего, из них сделать что-то одно, чтобы высвободить АУП, чтобы получилась на этом дополнительная экономия и чтобы мы готовили их на специальности будущего, а не прошлого. Ну и с точки зрения уровня проекта, если мы делали проекты, которые сильные на уровне региона, ДФО, на уровне России, это проект, безусловно, международного уровня. Изначально мы закладываем, что это проект будет международного уровня, что в нем будут все международные стандарты, что инфраструктура будет им соответствовать. Я пройдусь немножечко чуть-чуть по слайдам. Здесь данных довольно много цифр, но они скучные. Вот самое главное, наверное, то, что, вот видите, у нас есть огромная вот эта зияющая пропасть между потребностями наших предприятий и тем, что в моменте наша система образования может произвести. И нам нужно закрыть эту пропасть. С точки зрения правовой структуры проект гораздо более сложный, то есть вот здесь в Полярной звезде было меньше стрелочек, я скажу честно. А когда их было меньше, мне тоже казалось, что их было много. Ну, видимо, нам нужно привыкать к тому, что мы будем делать проекты прогрессивно все более сложные. И с точки зрения того, как мы структурировали его, Полярная звезда – это проект, в котором уровень нагрузки на регион абсолютно минимальный. То есть за стоимость строительства из 1,8 миллиарда Якутия заплатила как грант 40 миллионов, то есть меньше 2% стоимости объекта в моменте. Да? То есть это не то ГЧП, в котором нужно платить 2 раза. В этом проекте наш запрос к федеральным ведомствам очень наглый, очень, мы считаем, амбициозный и на самом деле убедительный, потому что если мы сделаем проект с таким капитальным грантом, он не будет обременением для Якутии. Якутия сможет максимально сконцентрироваться на том, чтобы сделать сильную целевую эксплуатацию, чтобы максимально проект жил, чтобы он, чтобы регион меньше думал о том, как выплачивать, переплачивать эти проценты, да? Чтобы мы больше думали о начинке, а не о самом строительстве. Капитальный грант в проекте «Полярная звезда» сумел сократить, по сути, срок реализации проекта примерно на 1,5 года. И этот механизм мы хотим привести в этот проект, тоже сократить максимально сроки его реализации. Это будет непросто. Мы ведем сложные переговоры с Министерством просвещения, с Министерством развития Дальнего Востока. Нас коллеги на федеральном уровне поддерживают. И, естественно, все ждут, когда появится концессионер, когда появится несколько концессионеров. Мы буквально, знаете, собираем письма, подписываем первое соглашение и вместе с ними уже пойдем к нашим министрам и курирующим эту сферу, и наш макрорегион, руководителям федерального правительства. Проект был написан так, чтобы в нем была неплохая норма доходности, чтобы мы могли заинтересовать одного из крупных концессионеров. Этот рынок, в принципе, не очень большой. Всего около десятка есть компаний, которые потенциально могли бы вообще, да, реализовать этот проект именно так, как мы бы этого хотели, имеющие значительный опыт в сфере ГЧП. И писали мы его, естественно, сразу же под них, чтобы сразу вести какой-то серьезный предметный разговор. Что касается графика реализации проекта, что поменялось, что добавилось сейчас? Вот самая последняя какая важная информация, это то, что Айсен Сергеевич твердо принял решение, да, то, что это будет поселок Ангаласы, а это значит, что еще? Дополнительная новизна. На этом поселке мы, скорее всего, будем апробировать механизм комплексного развития территории, так называемый КРТ. КРТ
это отличная новая создаваемая штука в федеральном законодательстве, и мы сейчас только-только успеваем написать свою региональную регуляторику, которая позволит нам снять эти обременения и высвободить участок. И Александр Сергеевич, соответствующей организации, да, оператору в сфере КРТ поставит эту задачу сделать земельный участок для этого проекта. И в переговорах с инвестором, если раньше мы как бы думали, что вот пока земля не определена, участок не выделен, теперь у нас есть четкое обязательство, что мы берем на себя как регион, как это положено в сфере ГЧП, обязательство подготовить участок. Чего бы нам это ни стоило, потому что решение здесь, конечно, политическое уже принято. Нам казалось, что полярная звезда в этом смысле это сложно, потому что это сложная площадка, потому что там нет воды, потому что там перепад склона 16 метров. Но, тем не менее, мы сжились с ней, и, конечно, проект там сейчас реализуется, строится, и он будет блистать. Оттуда дети со всей республики будут видеть каждое утро на рассвете Ленский мост. Так что, как основной, наверное, итог своего выступления, как основной вывод я хотел бы отфиксировать, это то, что мы, когда сделали проект «Полярная звезда», мы своего рода преодолели гравитацию, достигли первой космической скорости. А проект суперкампуса для сферы ГЧП Якутии будет означать выход на вторую космическую скорость. Это уже для нас привычно, что мы делимся с коллегами, в том числе с нашими федеральными, своим опытом. Но здесь, конечно, никаких эквивалентов, ни с чем сравнить это больше в нашей стране будет нельзя, потому что это с точки зрения ГЧП, вот чтобы все как бы зафиксировали, запомнили это, построить и навесить это на регион – это несложно. Но сделать так, чтобы этот проект был реализован, при этом регион не отяготить новыми обязательствами, при этом получить от него все, что ты хочешь, это своего рода вот полет шмеля, это вот эта сцена из фильма «Огонь», которую как метафору моего выступления вы можете запомнить. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр. Мы познакомились с концепцией объекта. Спасибо большое за эту презентацию. Ну и у нас еще, перед тем, как мы перейдем в проектную работу, торжественное действие. У нас с вами практически, да не практически, а и в прямом эфире тоже, сейчас будет подписан меморандум о взаимодействии. И я приглашаю присоединиться в первую очередь генерального директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия, нашего уважаемого спикера Кондрашина Александра Игоревича. Я приглашаю нашего уважаемого эксперта, генерального директора WorldSkills Services Пивинского Андрея Анатольевича. И также исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью «Творческие технологии» Аветова Вартана Романовича. Я надеюсь, что вот такие у нас меморандумы о взаимодействии будут подписываться все чаще и чаще. Я рад, что представители и республики, и представители WorldSkills, а также бизнеса республики находятся в таком тесном взаимодействии. И спасибо большое, что вы решили сделать это важное мероприятие на нашей площадке. Будем рады любым подобным мероприятиям. Спасибо еще раз большое. Уважаемые коллеги, наши аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз за визионерские лекции утренние большое спасибо Михаилу, большое спасибо Александру. Вот. И мы с вами переходим в проектную работу. Итак, сегодня у нас с вами последний день
Так, это не то пока, это мы разошлем нашим участникам. Спасибо. Версия 9 должна быть, она у вас на почте. Есть? Вижу. Спасибо. Спускайте. Отлично. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас третий день. Он посвящен проектам или по-другому проектным инициативам. Мы с вами за первый день прошли образ будущего, поговорили о том, какие тенденции у нас есть, какие тренды, как мы видим образ будущего и какие проектные заявки-проектные ставки у нас могут быть в этом направлении. Вчера мы с вами говорили про смысловое наполнение суперкампуса, про те компетенции, которые необходимы, про модель выпускника, которые будут, какие навыки мы должны прививать обучаемому ученику, и какие навыки и компетенции должны быть у того, кто учит. А сегодня мы с вами будем рассуждать о том, как все это упаковать в единое видение. Очень важная лекция была министра образования сегодня про суперкампус. Этот материал будет у вас распечатан и представлен в группах, потому что очень много из этого материала будет вам полезно в работе. Итак, про что наш сегодняшний день? Техническое задание выглядит так и состоит из 4 пунктов. В первую очередь мы с вами еще раз описываем представление о суперкампусе. Мы его описываем через ту работу, которую мы с вами провели в течение 3 дней. Через лекции наших спикеров. Я напоминаю, что у нас были лекции и про экономику, и про IT, и про пространственное развитие, про промышленность, про образование, про модель суперкампуса, про модель монетизации суперкампуса с учетом государственно-частного партнерства. И удерживая все это в голове, всю вот эту полезную визионерскую информацию, мы описываем наше представление о суперкампусе. В том числе думая о том, что изменится в мире, какие открываются перспективы, и не забывая продукт первого дня, на чем мы с вами собираемся фокусироваться. Обратите внимание, это модель рассуждения. То, что некоторые группы, как показал вчерашний пленар, относятся к таким техническим заданиям, как к заполнению таблицы. Задали вопрос 1, 2, 3, надо ответить на вопрос 1, 2, 3. Открою вам маленький секрет. Даже в приличных школах сейчас так не учат. Это запрещено. О какой новой системе образования мы можем говорить, если сами мы продолжаем заполнять километровые простыни, знаю всю эту боль образования, и относимся к техническому заданию не как к модели для рассуждения, а как вот нас спросили какие-то 3 вопроса, давайте мы сейчас на них ответим, и от нас отстанут. Если так будете делать, действительно отстанут. Ну, потому что мы же про будущее. Поэтому это модель рассуждения. И когда вы представляете свой доклад, а сегодня вы это будете делать главе Республики Саха-Якутия, который будет в сопровождении региональных министров, заместителя председателя правительства, ряда экспертов, телевидения, прессы и так далее.
Ваше выступление должно быть ярким, живым, захватывающим. И не сваливаться в перечисление. Вот нам сказали ответить на 1, 2, 3, 4 пункт. По пункту 1.1 мы думаем то-то, по пункту 1.2 вот это. Еще по пункту 1.3 мы написали таблицу, нам запретили ее показывать. В целом все, можно мы пойдем домой пораньше, а то у нас обед. Второе. Кого и чему будем учить? Каким рабочим задачам? И какие для этих задач компетенции? Вы вчера все это дело обсуждали. Дальше мы переходим в организацию образовательного процесса. Что и как мы собираемся делать? И какие требования к преподавательскому составу? У нас утренние всегда есть собрания с нашими уважаемыми коллегами-модераторами. Мы обсуждали в том числе такую картину, что вменяемые преподаватели, кто действительно является экспертом в своей отрасли, кто продвигает знания, является визионером, он в жизни не будет заполнять никакие идиотские формы, которым вы говорите. Для того, чтобы мы вам смогли заплатить за лекцию, пожалуйста, заполните вот эти 16 листов, принесите, пожалуйста, анализы, сообщите, есть ли у вас дома код, принесите анализы кота, вот потом скажите, какая у вас была последняя научная публикация, в каком журнале СССР. Ну, вы сами все это знаете прекрасно. Вменяемые люди из требований преподавательского состава этим заниматься не будут. Я прям так и представляю. Я помню, что у нас одна группа заявляла лекции Илона Маска по пятницам, как он сидит и заполняет ваши документы. Чтобы потом некий экспертный совет в лице методиста, да, сказал, что нет, недостоин этот человек читать визионерские лекции. Да, поэтому требования к преподавательскому составу. И четвертое – это ваша проектная инициатива. Нормально. Я даже боюсь спросить, что там. Не надо. Вот надо интригу держать. Ваше выступление группы – это тоже всегда интрига. Хорошо. И проектная инициатива. Обратите внимание, если предыдущие 3 описанные пункта, которые, еще раз напоминаю, это не табличка, а модель рассуждения, это у вас уже все есть на 90%. Просто в некоторых группах где-то больше, это кукушечка у кого-то, да? В некоторых группах где-то больше проработано, где-то в группах менее проработано. Но на восстановление вот этого всего у вас в группе должно уйти не более получаса. Больше не надо. То есть это все про упаковку. Я напоминаю, что сегодня все результаты групп представляются в формате PowerPoint. То есть это собранная презентация. У вас в группе должен быть человек, у которого есть ноутбук, который все это делает в каком-то красивом формате. Вот вчера группа номер 6 выступала в нормальном схематичном формате, без всяких этих ужасных человечков из Microsoft Office, которые вставляют непонятно куда. То есть нормальная была схема, нормальное представление информации. Выступает один человек от группы, обязательно представляется, обязательно. Выходит и говорит: здравствуйте, Мария Иванова. Дальше, что вы представляете, имеется в виду, какую организацию вы представляете. И мы вам сегодня расскажем про. На выступление у вас будет 5 минут, но я про это еще не один раз повторю. Итак, первые 3 пункта сборочная конструкция, а 4-й проектная инициатива. Вот сейчас вот кукушечку можно и включать. Итак, этапы представления вашей проектной инициативы. Это очень важно. Вот как они появляются, так и надо будет рассказывать. В первую очередь, главе республики интересно, какую проблему вы решаете, кому это полезно и какую пользу приносит. Плюс, как понять, что польза есть, индикатор. Я вам сейчас буду метафорами рассказывать, какую проблему будем устранять. Ну, например, проблему
с продажи алкогольных напитков в Республике Саха-Якутия. То есть проблема определенная с излишне возникаемой зависимостью от спиртных напитков у определенной группы населения. Кому выгодно решение этой проблемы и кому не выгодно, кстати, в том числе. Ликероводочному заводу не особо выгодно. А вот кому выгодно? Системе медицинского образования, потому что на нее нагрузка будет меньше. Жителям, потому что уменьшится количество заболеваний. Региону, потому что возрастет средний возраст жизни и уменьшится количество смертельных случаев. Там много еще можно что сделать. Это сюда же какую пользу приносит. Как понять, что польза есть? Индикатор. Уже несколько перечислил. Можете про увеличение возраста поговорить, можете про продажу в бутылках поговорить и так далее. Еще раз, какую проблему решаем, кому это полезно или выгодно, какую пользу приносит, и как понять, что польза есть, как это посчитать. Вроде пока все просто, да? Отлично. Второй квадрат появляется. Рассуждение. И что именно предстоит сделать для того, чтобы эта проблема решилась? Кто должен сделать, как сделать и обязательно в какой срок? Если у вас проектная инициатива масштабная, например, рассчитанная на ближайшие 5 лет, можете выделить в позиции срока еще позицию «быстрые победы». То есть, например, и в течение 5 лет будет проходить вот такая-то программная работа, но при этом в течение первого года у нас будут вот такие быстрые результаты, через 3 года будут вторые результаты, а через 5 лет будет программа исполнена. А самое главное, я напоминаю, что проблему с распитием напитков, ну, бутылка, извините, падающая, подсказала, что взять в качестве модельного разбора. Это всего лишь модельный разбор. Вы, когда думаете про ваши проектные инициативы в рамках нашей образовательной программы, естественно, говорите про суперкампус, про его наполнение, содержательное и так далее. То есть, когда вы говорите, что для этого предстоит сделать, вы удерживаете в голове образ и как для этого должен выглядеть суперкампус. Имеется в виду либо внутреннее его наполнение, ваша гипотеза, либо его внешний не только вид, но и городская среда, которая вокруг него располагается. Ровно про это у нас было сегодня выступление министра образования, когда он рассказывал про суперкампус. Что цель еще и в том, чтобы вокруг были, то есть девочек большинство, и маникюрные салоны, то есть и какие-то кафешки, и куда можно сходить в фитнес-клуб и так далее. Городская среда должна быть развита вокруг этого пространства. Потому что вот этот суперкампус, он должен вокруг себя еще создавать новые пространства, новые малые бизнесы, так называемые, обслуживающие. Что внутри должно быть этого суперкампуса? То есть какие-то трансформируемые аудитории, VR-комнаты. Вот что вам надо будет именно для того, чтобы решить вашу проблему. То есть мы не все туда пишем. Если та проблема, которую вы решаете, не связана с маникюрными салонами на территории суперкампуса, но и не надо их туда писать. Вроде пока тоже все просто, да? Окей. Какой вы видите результат по итогам рассуждения между какую проблему вы хотите устранить и что именно для этого надо сделать? Здесь результат в качестве выпускника – это всего лишь пример. Потому что не у всех групп результатом является выпускник. У некоторых это являются новые методики. У некоторых это являются новые технологии обучения. У кого-то это является экспортным продуктом, который будет применяться в других отраслях, в другой деятельности. Поэтому выпускник – это всего лишь как пример, чтобы вам было просто рассуждать.
Чуть посложнее стало, да? Но пока понятно. Проблема, что предстоит сделать, какой результат. Дальше проще. Теперь пошла описательная штука. Как вы именно... точно не показывать на этой доске. Как вы именно поймете, что у вас есть эффект от вашей проектной инициативы? Ну, как вы поймете, что тот результат, который вы показываете, он дает эффект на Республику Саха-Якутия? Почему обращаю ваше внимание на то, что была крайне полезная лекция от министра образования, то его презентация будет в распечатанном виде лежать у вас в аудитории? Там много чего можно полезного про это почитать. И про цели, и про задачи, и про эффекты. И еще важный вопрос. Почему это именно суперкампус? Это тот вопрос, который вам вчера задавали эксперты на пленаре. А почему вам обязательно для этого нужен суперкампус? Ну, ты делайте у себя. Да и вообще вы должны были это сделать 10 лет назад. Почему именно суперкампус? Что такого в вашей проектной инициативе? То есть это проверочная конструкция. То есть вы говорите, первое, второе, третье, вот такой эффект, а вроде суперкампус не нужен. Надо тогда что-то еще докрутить в вашей проектной инициативе через эту проверочную конструкцию. И вот этот пункт. Какую задачу решает? Примерно 1,5 минуты назад я сказал, что в презентации есть много чего про цели, задачи, эффекты и так далее. Опять же, цель не переписать, а цель внимательно относиться ко всем визионерским лекциям, которые были. Я уверен, что, глядя на эти списки, вы точно сформулируете свою задачу, которую решают. Потому что те задачи, которые там описаны, они, в общем, играют на экономическое благосостояние региона. А с вашим фокусом на образование они будут выглядеть чуть по-другому. Но как модель для размышления это более чем хорошо. И только потом, как мы это сделали, мы говорим, как называется наша инициатива, описываем ее суть. Тип – это все очень просто. Если вы говорите про какой-то пример, который требует взаимодействия между людьми, это формат. Если вы говорите о какой-то методике или какой-то безлюдной технологии, это технология. Это самое простое, что есть. Дорогие друзья, мы только что с вами выучили формат, который называется «Перевернутый урок». Мы привыкли убиться 40 минут, как у нас будет называться инициатива, час устроить истерику, какая суть предполагается, после этого время заканчивается, вот здесь вот у нас ничего. Ну, еще так это, пока идем до аудитории, давай какой-нибудь результат напишем. А кто будет докладывать? Я не буду, ты будешь. Все наоборот. Откатываемся назад. Какую проблему решаем, кому полезно, какую пользу приносит, как понять, что польза есть. Что предстоит сделать, кто, как, в какой срок. В том числе, еще раз напоминаю, быстрая победа. И как для этого должен выглядеть суперкампус? Какой будет результат? Это может быть выпускник, это может быть методичка, это может быть еще что-то, какой-то экспортный продукт. В каждой группе по-разному. Как мы увидим эффект? Проверочная конструкция. А почему именно нужен суперкампус? Какие задачи решает? Только после этого название инициативы, суть и формат или технология. Финальное, самое простое, с чего вы обычно начинаете, этим будете заканчивать. Список группы.
Все фамилия, имя. Этого достаточно. Еще раз. Фамилия, имя. Не Иванов и точка, а Иванов Иван. Или как правильно на самом деле писать? Иван Иванов. Потому что у вас самое главное – это имя. Если захотите, в списке инициаторов жирненьким можете выделить того, кто будет спикером. Его, кстати, даже не обязательно первым ставить. То есть вот есть у вас список, но надо же понимать, кто спикер был, выделите жирным. Все, вот так вот выглядит ваша финальная защита. Теперь можно вот поставить ту презентацию, которая красивая суперкампус. Мы сейчас вам разошлем этот шаблон, и вы с ним начнете работать. Угу. Вот так вот выглядит титульный слайд. Здесь у вас появится группа номер 1, к примеру, и название, про что вы рассуждаете. То есть название и инициатива. Дальше. Модель рассуждения о смысле и сути суперкампуса. Это то, что мы с вами проговорили. Не заполнение пунктов. Хороший пример оформления, опять же, ссылаюсь на презентацию по суперкампусу министра образования. Блоками, точками, какими-то буллетами. Ваша модель рассуждения. В ней должны быть отражены вот эти вопросы. И, собственно, третий слайд про вашу инициативу. Более чем достаточно тезисных упоминаний и ответ на все вопросы. То есть образ результата выглядит вот так вот. Грубо говоря, у главы распечатанная ваша презентация, которая состоит из 3 листов. Первое – это суперкампус и название группы. Второе – это ваше описание предложения о смысле и сути. И третье – картинка схематичная про вашу инициативу. С такой подачей материала можно ознакомиться совершенно спокойно, глядя на нее в течение 2 минут. При этом не требуется ваше голосовое сопровождение. И все понятно, к кому обратиться. Это так называемая, сейчас мы с вами выучили, что такое отторжимая презентация. Это для чего нужно? Послушал глава республики 6 докладов, отметил для себя, что какие-то для него представляют наибольший интерес. Дальше что происходит? Глава дает поручение. К поручениям прикладывается ваша презентация, и она настолько круто сделана, вот из этих всех 3 слайдов, что человек, который не был на вашей защите, прекрасно понимает, про что это. Дальше ему всего лишь надо обратить внимание на список инициаторов и продолжить работу с этой группой. Вот такой сборочный результат сегодня. И в 12:30 мы с вами еще откатаем одну группу, кто будет готов, это по желанию будет. Откатаем одну группу, кто успеет вот это все сделать, и посмотрим, какие дадим замечания. Это привилегия, поэтому всем группам я советую сейчас максимально активно включиться и к 12:30 выдать результат и заявиться. Мы послушаем одну группу, максимум, если успеем, 2. Но не факт, что успеем 2. Одну точно. Разбор будет очень полезный. Вы даже на примере других групп увидите, какие есть неточности в подаче и так далее. Еще раз, спикером от группы выбирается человек,
который умеет круто рассказать и завлечь. Яркий пример выступления сейчас было Александра. Ну, я уж на Михаила не буду ссылаться, потому что он просто профессионал, он мастер презентации. А вот Александр выступал очень хорошо. Пробегая сложные цифры презентации, рассказывал основную суть. А кому хотелось потом укопаться в цифрах, он может спокойно открыть эту презентацию и в них укопаться. Поэтому очень внимательно выбирайте спикера. Итак, я уложился, время у нас 10:28. Я очень настоятельно советую сегодня всем группам сокращать время кофе-брейков и обеда и больше время посвятить именно проектной работе. Потому что у нас сегодня окончание форсайт-сессии, которое, напоминаю, является первым мероприятием в череде мероприятий, которое будет сделано нашими коллегами из Центра опережающей подготовки и Министерства образования Республики Саха-Якутия. Все. Удачи в 12:30 здесь. Поехали.